Репатриантами, соотечественниками признаются этнические абхазы Абаза, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов Абаза в результате событий XIX века, получившие в порядке, предусмотренном настоящим законом, право на возвращение в Республику Абхазия. В ноябре 2005 года в закон о гражданстве Республики Абхазия были внесены изменения, согласно которым у абазин из Северного Кавказа появились права на получение паспорта Республики Абхазия. За этот период, по данным репатриации, выдано более 4000 документов. Они имеют право и без нас тоже напрямую обратиться. Закон им позволяет. Мы просто им помогаем формировать документы, направляем, инструктируем. А я подозреваю, что это намного больше 4000 человек. Нужно определить, кто является репатриантами, соотечественниками. Другие, которые приезжают, имеют по рождению право на получение абхазского паспорта. Это абазины, наши братья. Они получают паспорта, и не все здесь остаются жить и уезжают. Вот у этой категории лиц какие-то проблемы возникли в паспортном столе, то есть в МВД. Некоторое количество абазин около 2 лет уже, значит, не ведется дальнейшее рассмотрение этих документов, как нам объяснили, значит, с паспортного стола, в связи с тем, что это в основном люди, значит, проживающие в Кабардино-Балкарии и поменявшие свою национальность из кабардинцев на абаза или абхаза. Это почему такое произошло? На самом деле это этнические абхазы и абазины, но в какой-то период, возможно, это в 30-е годы, а может и раньше, их национальность была поменята на кабардинцев. Или добровольно произошло, или насильственно, это историки знают, я не в курсе этого. И сегодня прием заявлений от абазин граждан Российской Федерации на получение абхазских паспортов продолжается. Согласно данным Министерства внутренних дел, в период с 2024 по 2026 годы репатриантам было выдано 485 паспортов, а абазинам 756. То здесь утверждать, что процедура выдачи паспортов нашим братьям-абазинам приостановлена, никому не выдается, тоже не соответствует действительности. Мы все принимаем документы. Если человек приехал, подал документы, мы это все документы проверяем. Если у нас нет сомнения в подлинности предоставленных документов, они принимаются, обрабатываются в течение, в установленном порядке, в законном порядке, наши внутренние инструкции, они принимаются, обрабатываются, паспорт выдается где-то примерно в 15-дневный срок. Есть случаи, когда необходимо проведение дополнительной проверки, тогда срок может дотягиваться до 2 месяцев. С 2024 года по настоящее время в получении паспортов отказано 43 заявителям, гражданам Российской Федерации, абазинам. Основная причина – неподтвержденность национальной принадлежности. По судебным решениям, когда они меняют свою национальную принадлежность, зачастую суды делают это со слов каких-то там свидетелей, там 2-3, которые в суде подтверждают то, что данный гражданин там, ошибочно якобы был записан в свидетельстве о рождении национальности его там, отца, другой национальности, и решением суда они меняют. После чего органы ЗАГС, они обязаны как бы документировать человека, выдать свидетельство о рождении с новыми отметками. После того, как мы получаем такой документ, также запрашиваем компетентные органы Российской Федерации, где иногда нам ответы приходят, что данный человек, да, действительно поменял по суду, но все его там родственники, родители и так далее принадлежат к другой национальности. И вот с этим у нас проблема, мы это так принять и документировать его не можем. Ряд документов отложены, пока по ним решение не принято. Были некоторые документы, которые по внешним каким-то признакам они нам нас не совсем устраивали.
по ряду причин мы как бы говорили этим гражданам, чтобы они обменяли и принесли там, то есть в любом органе, да, если это свидетельство о рождении, орган ЗАГС как бы обязан выдать повторное свидетельство и так далее. Но они не все возвращались. В месяц от абазин из Северного Кавказа поступает около 15 заявлений на получение паспорта гражданина Республики Абхазия. Документы не вызывают, если у нас сомнения, тогда мы принимаем все, документы обрабатываем. Когда мы принимаем документы на получение паспорта гражданина Республики Абхазия, мы руководствуемся законом о гражданстве Республики Абхазия и нашими внутренними инструкциями положения о паспорте гражданина Республики Абхазия. Вот. Есть там определенные установленные сроки законные, которые мы пытаемся укладываться, когда не всегда оно получается, есть там при необходимости проведения дополнительных проверок, сроки немножко сдвигаются, но тем не менее как бы закон нарушить мы не имеем права. Выдача паспортов репатриантам, соотечественникам, гражданам Российской Федерации, абазинам продолжается в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Гугут Савардания, Алексей Гухова, Абхазское телевидение.